Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Евгений Пригожин был известен как повар Путина и глава частной военной компании «Группа Вагнера». Вагнеровцы активно участвовали в войне в Украине, но потом у Пригожина случился конфликт с руководством Минобороны России. Вагнеровцы устроили военный мятеж и чуть не дошли до Москвы. После неудавшегося марша на столицу России Пригожин погиб в авиакатастрофе при загадочных обстоятельствах. Он превратился во врага Путина, и упоминание о нем стало чем-то неприличным. Но знаете ли вы, что Пригожин вполне вероятно связан и с кыргызской властью? Как? Я журналистка Лейла Саралаева, и сейчас я расскажу вам об этом. Это Александр Малькевич из Санкт-Петербурга. Он политтехнолог, человек, который помогает политикам выигрывать выборы и получать власть. Малькевич много лет работал у Пригожина в его СМИ и на фабрике интернет-троллей, которые дискредитировали оппозицию внутри России и вмешивались в выборы в Европе, США и других странах. За это в США Малькевича даже объявили в розыск. За информацию о нем обещают $10 миллионов. В январе 2021 года, когда в Кыргызстане проходили последние президентские выборы, Александр Малькевич прилетел в Бишкек, формально как международный наблюдатель. Но, судя по его заявлениям, миссия этого человека была гораздо шире. Он приехал влиять на принятие решений. Наш источник, работавший в предвыборном штабе Джапарова, подтвердил, что пару раз видел там Александра Малькевича. Что именно тот делал там, он не знает. Мы же не знаем, следил ли Малькевич за нарушениями на участках, как это полагается наблюдателю, но зато он активно комментировал выборы и раздавал интервью, где называл Садыра Джапарова самым реальным претендентом на победу и максимально лояльным к России кандидатом. И все это накануне выборов и даже в день тишины, когда агитация в стране была уже запрещена. Среди представленных кандидатов максимально лояльной России Садыр Джапаров. На мой взгляд, он единственный реальный претендент на победу на предстоящих выборах. Но главное, Малькевич посоветовал будущему президенту жестко бороться с независимыми от власти политиками, активистами и журналистами, как это делают в России. Законодательство в Кыргызстане очень либеральное, наверное, сейчас самое либеральное на просторах СНГ, в части регулирования деятельности НКО и НПО, получающих иностранное финансирование для ведения общественно-политической деятельности. Равно как и СМИ, иностранные агенты здесь тоже существуют. Митинги в Кыргызстане Малькевич назвал попыткой внешних сил создать очаг напряжения, а помощь западных стран в организации выборов – вмешательством в них. А еще он настойчиво призывал принять в Кыргызстане закон об иноагентах, аналогичный российскому. В качестве примера Малькевич приводил Азаттык, обвиняя его в распространении фейков, которых на самом деле не было. И законодательство менять тоже. Вот Россия с этим тянула, но под занавес уходившего 2020 года приняли целый пакет законов и там по деятельности физических лиц иноагентов, и по регулированию СМИ иностранных агентов тоже можно было и жестче это сделать. Но пока вот так. А в Кыргызстане тут непаханное поле. Попал под раздачу пригожинского пропагандиста и Клоп. Малькевичу не понравилось, что его наблюдатели зафиксировали на выборах 1500 различных нарушений. Оспорить их он не смог, но в отместку назвал Клоп иноагентом. Наблюдатели Клоп Медиа и иноагент сообщили, что не зафиксировали 1500 нарушений и происшествий по всему Кыргызстану. Наши юристы требуют отменить результаты голосования на 210 УИКах, пишет Клоп. Другими словами, Клоп считает, что как минимум на 8% участков в стране были грубейшие нарушения, которые заставляют усомниться в результатах голосования на них. Возникает резонный вопрос, кто это такие? Ответ прост – киргизский вариант нашего голоса. «Голос» – это российское общественное движение защиты прав избирателей. Но Малькевич, очевидно, пишет о нем так, будто это что-то плохое. Видимо, в России с выборами все отлично, и права избирателей там в защите не нуждаются. Малькевич на этом не остановился. Иноагентом этот «наблюдатель» в кавычках объявил даже члена Центра избиркома Кыргызстана Гульнару Джурабаеву.
Эту даму здесь по праву считают и называют иноагентом. Давно и плотно работает с соответствующими структурами, как ЮСАИД, так и по линии ОБСЕ, и, конечно, никакого отношения к официальной позиции ЦИК ее пост в соцсетях не имеет. Все это не очень похоже на поведение наблюдателя. Российский журналист Сергей Ковальченко считает, что Малькевич работал в команде политтехнологов Пригожина, которые помогли Садыру Джапарову стать президентом. Интересно, что многие советы Малькевича, которые он озвучивал в то время, президент Джапаров в точности выполнил. А еще он принял несколько выгодных России законов. В этом, видимо, и была цель, которую Малькевич не скрывал. В своих постах он прямо называл Кыргызстан южным подбрюшьем России. Это типичный прием российской пропаганды. Она обвиняет Запад во вмешательстве во внутренние дела самых разных стран, но игнорирует, что Россия сама активно влияет на выборы в них и принятие выгодных ей законов, а также помогает авторитарным лидерам держаться за власть. Что еще говорил пропагандист Пригожина о Кыргызстане, читайте по ссылке в описании.